Здравствуйте! Мы продолжаем серию репортажей о коронавирусе в Туркменистане, и с вами я, Серебренник Юлия. Пока весь мир подсчитывает общее количество заболевших, тех, кто болеет в данное время, умерших и кто выздоровел, власти Туркменистана продолжают скрывать наличие коронавируса в стране. При этом городские поликлиники 9, 11, 1 на прошлой неделе были закрыты на профилактику. Также была закрыта и железнодорожная больница в городе Ашхабаде. Как сообщили источники, в этих медицинских учреждениях проводятся санитарно-эпидемиологические процедуры, поликлиники обрабатываются дезинфицирующими растворами, с медицинских работников удерживаются деньги на проведение этих процедур. По информации наших источников, практически с каждой районной больницы во всех вилаятах были отправлены в зону карантина на 25 дней от 15 до 20 врачей. Также нам сообщают о многочисленных случаях заболевания коронавирусом в целом по Туркменистану. Зона оцеплена работниками правоохранительных структур. Наши источники подтверждают, что в стране умерших больных вывозят ночью и хоронят. Родственников сажают на карантин. Собирают оставшихся опытных врачей-неинфекционистов для борьбы с COVID-19. По сведениям источников, до 25 сентября авиарейсы за пределы Туркменистана запрещены. Врачи говорят о том, что не знают, как справиться с этим заболеванием. Это молниеносная форма заболевания, и предугадать, почему так быстро идет ухудшение состояния больных, врачи не могут. У одних протекает спокойно, у других молниеносно. Нет квалифицированных анестезиологов-реаниматологов. В реанимационных отделениях только 2 анестезиолога. И не факт, что они могут интубировать больных. Нередки случаи, когда в стационарах ждут приезда из центра анестезиолога, который сможет интубировать больного, из-за отсутствия которого вовремя не проводится интубирование больного. И это в районной больнице под Ашхабадом. Врачи говорят: да, мы тоже используем дексаметазон, но его у нас толком и нет, поэтому мы вынуждены просить родственников больных принести лекарства. Вы придите и посчитайте, сколько есть аппаратов ИВЛ в клиниках. Клиники не обеспечиваются лекарственными средствами. Врачи вынуждены писать списки лекарств, чтобы родственники их принесли. Не потому, что они так хотят, им просто не с чем работать. Это не их вина. Врач не в состоянии взять на себя оплату медикаментов каждому больному. Бердымухамедов, когда проводил сокращение, сокращал прежде всего анестезиологов-реаниматологов. Их осталось единицы в нашей стране. И из этого числа анестезиологов-реаниматологов не все могут интубировать больных. Аппараты старые, плюс к этому нет централизованной подачи кислорода. Все на примитивном уровне. Кислородные баллоны покупают врачи за свой счет. Потом наши клиники можно смело разделить на клиники для элитных пациентов и клиники для бедных. Все те центры, которые показывает наше телевидение и которые обожает посещать Бердымухамедов, простому населению недоступны. Не у всех есть страховые полюса, а даже если они и есть, заплатить половину суммы за пребывание в этих медицинских центрах люди не в состоянии. В Туркменистане, если ты безработный, ты нищий, и лечение тебе не положено. Власть о неимущих просто даже думать не хочет. Как выживать тем людям, у которых нет денег для того, чтобы купить себе лекарства? В клиниках нет четкого плана, как бороться с COVID-19. Врачи сами методом проб и ошибок принимают решения. Это просто какое-то безумие. Диагноз пневмония не ставится, поскольку над каждым врачом стоит свой куратор из Комитета национальной безопасности. Самое страшное – это то, что медикаменты, которые есть,
не могут справиться с этой инфекцией. Те препараты, которые есть в наличии, не помогают этим больным. Да, есть категория людей, у которых есть сопутствующие болезни, но с этим вирусом течение этих заболеваний ухудшается. Врачи не справляются. Мало того, что идет прессинг, нет никакой помощи от правительства и нет никакого обеспечения. Врачи сами должны справляться со всем этим. А еще они должны бороться с кураторами из Комитета национальной безопасности, что те стоят над душой и просто не дают врачам работать. Их запугивают, их устрашают, хотя они не имеют права вмешиваться в ход решения, как лечить и какой диагноз ставить. Ведь в случае неблагоприятного прогноза нести ответственность будет сам врач, а не куратор из Комитета национальной безопасности. И в истории болезни не напишешь, что врачу приказал куратор. Но отстаивать свои решения перед куратором из Комитета национальной безопасности, который по непонятным причинам считает, что он знает лучше, ежедневная работа врача. Все это делает работу врача просто невозможной. Более того, врачи сами вынуждены покупать себе так называемые средства индивидуальной защиты. Халаты, колпаки, маски, перчатки. В Туркменистане сейчас жара. Даже в ашхабадских больницах не везде есть кондиционеры. Говорить об итрабских больницах даже не приходится. Родственников к больным не пускают, но если это блатной родственник, то врачи воспрепятствовать не могут. Более того, даже эти родственники могут диктовать врачу, как правильно лечить больного. У врачей один лозунг: «Мы никто и зовут нас никак». Так с ними обращается администрация. Такова система здравоохранения в стране на сегодня. В нашей стране нет никакой заботы о тех врачах, которые, по сути, рискуют своей жизнью каждый день. А надбавки к заработной плате за нечеловеческие условия труда медицинского персонала не может даже быть и речи. Наоборот, администрация больниц удерживает деньги с зарплаты медицинского персонала на нужды клиник. С вами был COVID-репорт Туркменистан. У нас всегда есть информация. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш YouTube-канал и в Телеграме. Берегите себя и берегите своих родных. Adan yolu, atlanan